Сегодня я хочу поговорить о одном комплексе, который сохранится в нашем городе, как комплекс исторический. Если помните, у нас был разговор про казенный винный склад, я говорил, что это один из немногочисленных в нашем городе комплексов исторический, который дошел более-менее в таком первозданном виде до сегодняшнего дня. Кое-что там было снесено, кое-что сгорело, но в принципе вот такая архитектура эклектичная из кирпича, она очень хорошо характеризует то время, и в центре города вот такой у нас есть уголочек Московской Макшанской улицы, где такой спирткомплекс сохранился, хотя уже функция другая. И вот рядом территория, которая гораздо больше спирткомплекса, и которая похожа по архитектуре с ним, и которая тоже пока находится в неплохом состоянии историческом, хотя вторжение активно очень было туда. Это территория гарнизонного городка, который находится в городском центре, можно сказать, южнее улицы Александра Невского, занимает большую территорию. Частично она открыта, в течение, по-моему, 6-7 лет она открылась. Там уже застройка со стороны улицы Невского, и довольно активно входит вот в структуру большие дома, довольно грубо, хотя дома-то, в общем, неплохие, и теснят то, что там было, историю. Вот, к сожалению, исторические здания не ремонтировались, наверное, никогда капитально, поэтому они под угрозой очень большой. Может быть, даже исчезновение, хотя, я думаю, все-таки в ближайшее время не будут их сносить. Вот. В 2014 году отмечали столетие начала Первой мировой войны. В нашем городе был поставлен неплохой памятник. Военно-историческое общество занималось этим делом. Памятник был поставлен в центре города, на Соборной площади. И сам памятник неплохой. Стоит он неплохо, довольно выразительный, этот монумент. Потому что это наш соотечественник, который действительно принимал участие в Первой мировой войне, конкретный человек. Вот. Но мне кажется, про очень большой комплекс, который причастен к истории этой войны, Первой мировой, про него, по-моему, как-то и забыли. Хотя это очень странно, ибо полк, который там квартировался, принимал самое непосредственное участие в сражениях. И с 2014 года по 2018 год он был на разных фронтах. Вот, это первая, вот эта вот дата юбилейная, пропущенная в связи с этим местом очень интересным. И вторая причина, по которой я хочу ваше внимание обратить на эту территорию, очень приятная застройка там. Особенно в эти дни, когда там зеленью все покрывается, и какие-то огородики, садики, там палисадники, как начинает цвести, и это место становится очень таким приятным. Во-первых, там до сих пор тихо, несмотря на то, что со стороны Невского такие очень большие дома появляются, машины заезжают туда. До сих пор это место тихо и очень спокойное. Оно необыкновенно уютное, потому что там люди занимаются огородничеством, разводят цветы и как-то даже ухаживают за этими участками довольно аккуратно. И еще одна причина, почему там так очень уютно, дома очень красивые сами по себе, они небольшого размера, они имеют такую вот стилистику, пластику очень приятную. И, в общем, так вот ходишь по этим улочкам тихим, смотришь на эти домики и думаешь, боже мой, какое место замечательное в городе, про которое, собственно, никто не знает или и давным-давно забыли про него, хотя оно очень важно с исторической точки зрения и с архитектурной точки зрения. Значит, вот по этим причинам я хочу вам рассказать о гарнизонном городке Линдавского полка. У него есть история, эта история в интернете есть, потому что военно-историческое общество занимается, Министерство обороны раскрывает, архивы, эти архивы уже, в принципе, имеют только историческую ценность.
Вот, все документы раскрыты, можно посмотреть, кто интересуется историей этого полка. В 1811 году в Прибалтике, в Метаве был сформирован один из батальонов рижского какого-то подразделения. И вот с этого момента начинается история этого полка. В 1898 году он был переформирован в такое очень крупное по тем временам подразделение. 180-й пехотный полк. Ну, тогда они состояли из 4 батальонов. И получается, что в каждом таком подразделении от 1500 до 2000, до 2500 личного состава. Ну, видимо, в мирное время было 1500, в военное время набиралось до 2500. Вот такой контингент был в Прибалтике. Вот. И вот перед нами геральдический знак этого полка. Вот он, пожалуйста. Так, а вот сам полк сфотографирован. Тогда было принято вот так фотографироваться. Всем 1000 человек, 1500, вот так вот они высаживались. Видите, какие-то конструкции, видимо, требовали, чтобы так поднять их, да, какие-то ступени, да. И с хорошим разрешением все это снималось на большую пластину. И получилось вот так, что каждый может себя разглядеть. Замечательно, да? Обалдеть. Тут есть дембельские альбомы советского времени. Ну, не сравнишь, конечно. Дембельский альбом, там, 83-го года, и вот такую шикарную фотографию, где весь полк, и на переднем плане командный состав, ну, разумеется, великолепно. Значит, вот вся эта история, она хорошо расписана. Так, а вот еще фотография. Уже в малом составе оркестр, вот он, тут можно разглядеть и подробно лица этих замечательных людей. Вот, да. Ну, все реконструировано, я говорю, все детали, даже вот походная форма, 14-17 годы, все воспроизведено, можно посмотреть. Ну, военные истории, конечно, хорошо очень работают. Командиры полка, все они известны, биографии их расписаны. Вот генерал-лейтенант Николай Васильевич Белов, так он выглядел замечательно. Это человек, который в 2010 году еще руководил этим подразделением, потом другие тут были военачальники. Ну, это уже был такой почтенный человек в это время, когда в Прибалтике они были, когда переселялись. Квартировали в Саранске. Вот. Он скончался в 1918 году, своей смертью, уже будучи больным человеком. Вот. Но интересно, что все те полковники, кто руководили этим подразделением, дата смерти у них 18-й год, 19-й год, редко у кого 20-й год. Вот там было 5 начальников, которые вот в эти годы и ушли из жизни. Ну, понятно, что гражданская война и такие вот коллизии тут были очень серьезные. Вот, это он. Так, это вот тоже он с семьей. Видите, как замечательно выглядит. И вот тоже 6-й год, это Киев. Ну, видимо, он уже отошел от дел, но вот его семейство замечательное. Сохранились вот такие интересные документы. Это журналы военных действий. Их 5 таких журналов. Их можно полистать, посмотреть. С 2014 года по 2018 год. Как раз то время, когда они были на Северном фронте, на Западном фронте, Юго-Западном фронте. То есть от Прибалтики до Молдавии они как бы на всех участках воевали. Если первый журнал написан вот так вот пером, чернилами и довольно аккуратно, это 14 год, 15 год, то 17 год, особенно 18 год, написано карандашом и очень наспех. Видимо, была такая обстановка, что не до каллиграфии. Но такие документы тоже очень интересно читать. Там такая реальная обстановка военная, все очень подробно расписано, день за днем, прям по часам. Вот, все это есть.
Ну так вот, в 2010 году этот полк перевели, вообще-то говоря, в Сибирь, и его частично расформировали, но значительная часть осела здесь, в Саранске, в центральной части России. Вот под таким наименованием. Виндавский 180-й пехотный полк численностью 1500 человек. Ну, получается, что это 4 батальона, 16 рот. Вот они должны были где-то расквартироваться в Саранске. Ну, разумеется, не в центре города. Кстати, в это время была такая очень большая кампания по формированию гарнизонов в разных городах. И по периметру империи, и в середине империи, и так далее. И вот позже об этом скажу. Специально выбирались окраинные участки городов, больших, малых. И у нас тоже была южная окраина города выбрана, где были пустыри, где можно было как бы какой-то комплекс, даже очень большой, как этот, разместить. Значит, вот рисунок, как на сегодняшний день это место выглядит. Улица Александра Невского, улица Мордовская и улица Макшанская. И вот на этом вот углу начинается весь этот комплекс. Красным цветом показаны исторические здания. Вот они. Залиты красным цветом старые здания, которые сохранились. Красным цветом без заливки показаны здания, которые сохранились, находятся на закрытой территории. Таких тоже достаточно много. Черным цветом показаны здания новые. Здания, построенные после войны Второй мировой. И здания совсем новые, которые построены буквально на наших глазах. Вот так выглядит сейчас эта территория. Но мы видим, что красных зданий довольно много. И все они, эти кирпичные постройки, они сохранились до настоящего времени. Разумеется, их никто не разрушал. Потому что много десятилетий здесь было подразделение Министерства обороны, территория была закрыта. Разумеется, тут нужно было любое строение прибрать к рукам и не разрушать, а наоборот использовать как-то по-хозяйски, что и было сделано. Ну вот, значит, вот на этой схеме видно, что все дома, вот эти вот здания, это жилые дома, они ориентированы меридионально, потому что в это время уже нормы строительные были выработаны применительно вот к таким гарнизонным городкам, как ориентировать здания для инсоляции, для того, чтобы проветривалось все это хорошо. Вот, это все уже было здесь учтено, разумеется. Вот такая вот простая геометрия планировочная. Этот комплекс был насажен на улицу Красноармейскую. Ну, название говорит о чем? О том, что после революции тут тоже было какое-то крупное подразделение. Ну, так оно и на самом деле и было, а не только по названию. Значит, вот это мы видим крупные такие вот секционные и другого типа планировки дома жилые. Кроме того, мы здесь видим, вот между ними такие вот узенькие какие-то корпуса хозяйственной постройки. На фотографии они будут показаны. И здесь мы видим еще несколько зданий, которые находятся вот так вот ориентированы. Это очень большое хозяйство было, потому что нужно было расположить здесь для жизни постоянный, довольно большой контингент, поэтому здесь были офицерские квартиры в секционных домах. Кстати говоря, эти секционные дома, многоквартирные, были в Саранске первыми большими современными домами. С современной планировкой, современной инженерией и такие современные уже по облику. Здесь были солдатские казармы, здесь были постройки для хранения вооружения, амуниции, для продовольствия, склады и так далее. Здесь была баня, прачечная, столовая. Ну, разумеется, в отдельном доме жил полковник. Здесь была встроенная церковь. Ну и на этой большой территории, конечно же, были участки для того, чтобы можно было заниматься на плацу. Такой плац был, было стрельбище, ну и так далее. Все, что требуется для
нормальной жизни воинского подразделения, которое находится вот в глубине России, в тылу в мирное время существует. Вот это все вот на этой территории было запроектировано довольно быстро, построено, и вот так вот мы видим сейчас эту ситуацию. Значит, как я говорил уже, со стороны улицы Александра Невского идет такая экспансия новых больших домов, дома, ну, хорошие планировки, и внешне они такие, ну, приличные, вот. Но такое ощущение, что как бы они снесут вот эти вот 5 домов, построенные в сталинское время, двухэтажные жилые дома тут были построены, вот. А потом и каким-то образом будет искажена застройка и здесь. Тут показаны вот такими серенькими со штриховкой такие маленькие вроде бы постройки. На самом деле это жилые дома. Они разные по архитектуре. Есть неплохие, есть с такой вызывающей архитектурой, нарочитой. И есть такие безобразные, в общем-то, постройки. Есть тут и торговые объекты. Но они вот так вот влезли, вроде бы по генплану аккуратно, вот между большими домами, но когда ты смотришь, видишь, что вот эта среда, этот пейзаж как-то очень сильно нарушены. Потому что был один ансамбль, это был ансамбль, это был полноценный артурный ансамбль. Он был, и вот как бы он сейчас как бы замусорился какими-то современными такими маленькими разнокалиберными постройками, и как бы эта система вся искажена. Так, ну вот мы со стороны АПП, вот этой сохранившейся воинской части, смотрим и видим вот такой дом. Вот это такие первые современные секционные дома жилые, которые появились в нашем городе в 1910 году. Вот так они сегодня выглядят, хорошо смотрятся чисто внешне и по архитектуре. Это первый тип жилого дома. Мы видим с уличной стороны его, это трехэтажный дом, выходит вот такая вот часть со стороны лестничной клетки. Так, а это с другой стороны, тут несколько таких домов. Значит, вот как он выглядит. Выделяется лестничная клетка, 3 этажа, на каждом этаже 4 квартиры. Вот считайте, сколько тут получается квартир. Значит, по количеству оконных проемов можно определить количество комнат. Значит, это угловая комната с 2 оконными проемами, по 2 окна в комнате, внутри санитарный узел, получается вот такая планировка и внешний вид. Вот. Очень симпатично смотрятся они, вот, когда солнце, когда лето, когда такая зелень приятная, и цветочки вот на клумбах распустились. Очень тихо, замечательный вид. Значит, вот про что я говорил. Малая или средняя этажность дома. 3 этажа, то есть лифт не нужен. Мы спокойно, будучи стариками или там больными, можем подниматься на свой этаж. Такая этажность очень удобная. Теперь дом короткий, всего 1 секция, односекционный дом. Это тоже очень так комфортно для проживания, потому что в больших домах ты не знаешь, с кем живешь, ты не видишь там угол дома. Вот. Это такой коротенький, невысокий. Вот. Сама пластика этого дома, фасады очень приятные. Они простые, эти фасады. Они выложены из кирпича. Кирпич не оштукатурен, просто покрашены так вот сейчас. Раньше они были не крашены, разумеется. Сейчас это цветом подчеркивается, 3 цвета. Такой терракотовый цвет, розовый, белый. Деталь очень хорошо смотрится. Вот идеальный дом для жизни. Город-сад, помните? Говорили про такой город-сад, где будут маленькие домики. В конце 19 века была такая идея, говорят, что большой город это плохо. А вот если рядом с этим монстром такой вот поселок сделать, назвать город-сад, чтобы такие вот дома были не выше, не длиннее, и чтобы все утопало в зелени. Это все-таки не индивидуально, а индивидуально, наверное, более удобно. Ну, понятно, тут в индивидуальном доме жил один генерал, понятно, все остальные все-таки. Но тем не менее, смотрите, количество квартир тут небольшое. Это не 80 квартир, это не 10 этажей. Это вот такие вот компактные объемы,
в которых очень приятно, комфортно жить. И дворы тут довольно просторные были, по крайней мере, раньше, до вот этой вот хаотичной застройки. Ну, я считаю, что просто идеал для того, чтобы застраивать города. К сожалению, такие дома не экономичные. Такая этажность, она не экономичная, никто сейчас не будет строить трехэтажный дом, тем более с такими дворами большими, но кто же это будет делать? Никто. Но тем не менее, вот если так разобраться, чисто человечески, по архитектурному и урбанистическому, район восточный, трехэтажный. Да, то вот. Пронеслись против. Да. Вот. Ну, разумеется, детали, которые тут выложены из кирпича, они сделаны очень аккуратно, такими очень добросовестными каменщиками. У нас были такие специалисты, все-таки в нашем городе строили из камня и так далее. Вот. Но все это было очень быстро построено, и вот мы видим такую замечательную архитектуру. И вот такие дома выстраиваются вот в такую улицу, это улица Красноармейская. Она сейчас такая очень зеленая, потому что большие деревья. Вот. Машины есть, но в принципе так они как-то и не очень мешают. Вот. И из дома мы выходим прямо на улицу. Улица тихая, узенькая и очень комфортная, поэтому не страшно. Высота этажа повышенная. Да, высота этажа хорошая. Вот. Ну и большие оконные проемы. В общем, очень комфортные дома. Вот. И то, что они в Саранске в 1910 году появились, конечно, очень хорошо, потому что вот таких домов здесь не было. Были разного рода частные индивидуальные дома, деревянные, кирпичные и кирпичные, с такой с традиционной планировкой. Это дома рассчитаны на одну семью или на какие-то там поколенные семьи, может быть, большие. Но вот так вот, чтобы вот дом квартирного типа, это вот первые дома. И их сразу вот такой десяток таких домов. Такой образец очень хорошего современного жилья. Ну, мне кажется, до сегодняшнего дня образец просто. Просто образец. Вот такие вот приятные детали, очень хорошие, хорошо отрисованные. А почему? А потому что вот эти вот гарнизонные комиссии, они набрали очень таких опытных архитекторов и инженеров, которые все это очень быстро запроектировали. Ну, можно считать, что какие-то дома тут как бы повторного использования или типовые, хотя типовых не было. Потому что надо было строить по всей России очень много. Там будет примеров несколько в разных городах. И вот какие-то мотивы такие общие мы видим. Что это за стиль? Ну, я написал, что это такой вот кирпичный модерн. Действительно, можно отнести это к такому кирпичному модерну. Можно назвать это кирпичным стилем. Тоже такой термин был в конце 19 века, в начале 20 века. Много зданий было из кирпича сделано. У нас 5-й корпус в кирпичном стиле здания. Затем музей мордовской культуры в кирпичном стиле здания. Здание мэрии до его облицовки тоже кирпичный стиль. Вот таких вот было несколько у нас кирпичных зданий. И вот пример еще одного места, где очень много. Я извиняюсь, вот этот корпус, там фундамент слабый, каменный, а тут уже научились фундамент делать или такие же каменные фундаменты? Ну, там разница была пару лет всего лишь. Нет, но здесь все нормально, никаких нареканий я не слышал от жильцов, ни трещин нет на стенах. 5-й корпус, там стены. Да, трещали. в 5-м корпусе есть проблемки, но тут я не слышал, честно говоря. Значит, вот так вот это смотрится, устройство видим на первом плане. Вот. Ну и понимаем, что это вот одна квартира, это вторая квартира, тут на фасаде как бы все это очень понятно. Вот такие приятные детали, конечно, работали хорошие каменщики здесь. Хотя, если разобраться, в принципе, в этой кладке ничего сложного нет, повторяющиеся элементы, какие-то пояски с сухариками, обязательно такая перемычка лучковая, какие-то вот такие ширинки спускающиеся вот вертикально. Ну, в принципе, это не так сложно, потому что таких вот фасадов, повторяющихся 20, там, 22 фасада. Вот. Вот как замечательно смотрится дом
И на переднем плане тут какие-то грядки. Ну, замечательно. Ну, как, отлично. Такие крупные детали. Вот такой стиль модерн. Что-то напоминает такой вот даже северный модерн, Петербург. Петербург, может быть, какие-то пригороды Петербурга. И вот такие дома там очень популярны были в начале 20 века. И вот тут тоже такая архитектура пришла. Вот, наверное, какой-то питерский зодчий принимал участие в разработке этих фасадов. Вот как замечательно смотрится. Значит, мы понимаем, что вот это узкое окно, какое-то служебное помещение. Потом пошли помещения по 2 окна, видите? А это угловое. И тут еще есть сбоку в торце оконный проем. Вот и, пожалуйста, нарезка комнат. Очень все понятно. Вот так вот подъезд здесь выглядит. Вот окно. Ну, отлично сделано просто. Очень приятная форма. Так, это было двухэтажное здание. Второй тип. И третий тип. Вот такая казарма. Это довольно длинное здание, трехэтажное, у которого 3 входа. Посередине есть лестница и на торцах по 2 входа. Ну, следовательно, это вот такая была большая казарма с большими помещениями для большого контингента. Вот третий тип жилого здания. Вот так это смотрится с угла. И мы видим, в каком же стиле сделана постройка, но по планировке она другая. Так, еще одно одноэтажное здание находится на закрытой территории, туда заходить, фотографировать нельзя, но вот так вот из-под тишка это можно сделать очень быстро, пока тебя не огрели на КПП. Значит, вот такие здания тоже проектировали и строили в таких гарнизонных городках, одноэтажные. Теперь между вот этими жилыми корпусами, офицерскими квартирами, казармами солдатскими, есть вот одноэтажные такие протяженные корпуса. Вот, допустим, такой вот протяженный корпус есть, построенный тогда же. Кстати, вот разного рода современные такие включения мы видим. Сейчас есть такие очень богатые дома, есть не очень красивые по архитектуре. Ну и благоустройство сразу видим, оно вот такое вот. Теперь довольно много вот таких вот протяженных низких корпусов такого хозяйственного назначения. Вот они вот так вот были сделаны. Очень длинные постройки с таким вот тамбуром и козырек такой нависающий над входом. Потом, видимо, вот как-то вот стали использовать для сараев жители. Может быть, пробивали снаружи какие-то входы, закрывали каким-то образом. Крыша, конечно, была изменена. Но таких, здесь, по-моему, 7 или 8 протяженных корпусов хозяйства. Они идут между, вот так вот идут, такой вот длинной чередой между длинными и короткими жилыми корпусами. Вот. Благоустройство, ну вот такое самодельное. Шины валяются, спинки кроватей приспособлены, такие вот самодельные скамейки. Вот. Ну, это было до, так сказать, огородного сезона сфотографировано. Видимо, через пару дней люди вышли с инструментами, чтобы как бы все это преобразить, и чтобы действительно был такой райский уголок. Вот. Ну, находят какие-то странные тут вещи, допустим, вот прямо при входе вот такой люк, видимо, какой-то погреб тут неизвестного назначения. Вот такие вот вещи есть. Ну, ванна почему-то на каждом углу для какой-то цели, видимо, для полива используется. Вот такой вот дизайн. Довольно много таких вот современных постройки сараев, которые используются как гаражи, наверное. И там вот дальше домик виден за стеной, такой не очень хозяйственный, но тем не менее.
Вот этот дом выделяется, не знаю, кто его построил, видимо, какой-то начальник военный. Вот такой вот какой-то терем рубленый, трехэтажный, с шатровой крышей. Вот, к сожалению, построили халтурно, и вот сегодня он ремонтируется, реставрируется, в лесах находится. А рядом уже другой, такой каменный, воздвигнут. Видимо, на смежных участках или на одном участке это проходит. Вот такие вот ограждения каменные, непроницаемые здесь появились. Так что вот такая целостность этой среды, она нарушилась, конечно, когда эта территория открылась, и здесь можно купить квартиру, продать квартиру, купить участок, построить дом, в принципе, без какого-то согласования. Сами понимаете, не так важно для города. Вот такие вот остались 5 домов. По-моему, не все они используют как жилье, где-то, по-моему, брошенные дома. Построены они явно после войны, в таком вот сталинском стиле, для жизни военнослужащих. Но, видимо, они будут снесены, потому что там деревянное перекрытие, и они уже отслужили свое, да и смотрятся они уже безобразно. А вот эта новая застройка, которая с улицы Александра Невского так вот наступает и, видимо, сметет вот эти двухэтажки довольно быстро. Вот, это был наш гарнизонный городок. А теперь несколько примеров других. Вот, их довольно много было. Я в конце скажу, как это проектировали и строили. Просто сейчас такой вот беглый обзор каких-то близких, похожих аналогов, которые в это время сооружались в разных городах. Это в городе Казани многострадальный комплекс, который находится в центре города. Здесь было знаменитое артиллерийское училище, которое в 1947 году из Челябинска сюда переехало. Оно стало высшим артиллерийским училищем и вообще-то было таким вот очень серьезным заведением учебным для всей страны Советского Союза. Я мимо вот этого училища ездил, когда учился в Казани, 6 лет в институте, на автобусе утром еду, вечером еду. И тут такой был парадный вход с этим с КПП, такой породы такие были каменные, постройки такие начинались, основательные. На пьедестале пушки стояли, большие такие. Вот. И очень красивые офицеры заходили в эти ворота. Но было настолько солидно, просто и девушек очень красивых, молодых было очень много здесь. И все понимали, что выйти замуж за офицера, артиллериста, это так престижно. Нет, вот это я вспоминаю с болью, потому что, значит, последние вот годы советской власти все как бы еще держалось. В 90-е годы оказалось, что это никому не нужно. Сердюков, помните его, министр обороны, он приказал все это расформировать. То, что осталось, перевести в Петербург с другим названием. А все это, видимо, уже можно снести. Ну, представьте, 35 гектар в центре города, который ждет универсиаду, который ждет саммит и так далее. То есть это лакомый кусок, чтобы тут какие-то билдинги построить и продавать это, продавать и доход извлекать. Ну, разумеется, Казань такой тоже активный город современный. Сразу поднялся шум, да разве может такое училище закрывать? Надо все это вернуть, разве может такие дома сносить? Надо как-то пересмотреть все. Ну вот как-то вопрос завис. В 2014 году Шойгу уже был, он приказал все вернуть обратно. Но это уже трудно сделать, когда люди перебазировались, половину уволились, и тут уже вообще неизвестно чего. Вот, короче говоря, вопрос повис. Здесь вот вот так это все выглядит. Многое находится в аварийной ситуации, потому что бросили все и как хотите. Вот. Ну, мы сейчас смотрим на архитектуру. Вот 5 таких зданий
здесь сохранилось. Видим такую же кирпичную архитектуру жилых построек. Вот так это выглядит. Вот такая кирпичная кладка какая-то. Тут уже с какой-то готикой. Если у нас больше модерна, здесь какие-то очень такие узкие элементы, напоминающие пинакли или такие вот какие-то башенки. В неоготическом стиле. Вот. Но здесь тоже одна секция в этом доме. И вот вход в подъезд. Вот он, направо-налево квартиры. 4 на каждом этаже. 4 этажа, получается 12 квартир. Вот, вроде бы такой дом, 12 квартир, 3-комнатных. Не так плохо. И такая очень приличная архитектура тех лет. Ну, какие-то вот части здания в хорошем состоянии сохранились, какие-то уже начинают рушиться с трещинами, с обвалами. Значит, вот еще одно здание сидит на переднем плане. И вот такое же здание, как у нас в Саранске, одноэтажное, служебное. Вот оно в таком виде, плачевном. Видимо, уже не используется, скорее всего, оно уже под угрозой разрушения или разбора. Но вот мы такую же архитектуру здесь видим. Но мы понимаем, что эти проекты где-то делались централизованно в одном месте, и как бы по всей Российской империи распределялись эти проекты или отдельных зданий, или комплексов. Эта архитектура нам об этом говорит. Вот так вот это выглядит, хотя здания кирпичные, с очень толстыми стенами, но время есть время. И внутри вот так это выглядит, все очень обшарпано и заброшено. Вот, но ступени из натурального камня, вот такие вот металлические ограждения. Ну, может быть, тесновато нам кажется. Хотя, если сравнить с современными секционными домами, то, в принципе, почти так же. Лестницы более пологие тут. Очень приятно, как в нашем 5-м корпусе. Пологая лестница, по которой прям хочется подниматься. И тут тоже такие же пологие лестницы, очень приятные по уклону. Вот так это обшарпано, потому что брошено, и неизвестно, что с этим комплексом будет. Но если у нас в Саранске можно считать, что комплекс сохранился хорошо, хотя в Торжеле есть много архитектуры, то здесь, конечно, все это разрушилось, никакой целостности нет, и даже неизвестно, что с этим будет. Да, Красноярск. Вообще в Сибири было порядка 12 таких вот городков. Они были очень быстро построены после войны с Японией. Советские размеры строительства его провинции в Красноярске. С 7-го года он строился, его достраивали до 17-го года, до революции. Но это очень большая территория, 100 гектаров. И она вся занята служебными постройками, жилыми постройками, хозяйственными постройками. Вот так это выглядит. Ну, та же самая такая кирпичная архитектура. Вот жилые корпуса вот такие же, широкие корпуса. Это, видимо, солдатская казарма, судя по тому, что мы входим с торца. Так удобнее по планировке. Вот так это выглядит. Вот такая вот строчная застройка, дома параллельные друг другу, меридиональная ориентация. Что-то брошено, какие-то следы советской эпохи видны. Где-то мы видим, поставили пластиковые окна, кто-то там живет и как-то используется, где-то просто все брошено. Ну, вот так это страшно смотрится внутри. Вот, но в целом, если не смотреть на эти ужасные мелочи, какая приятная среда, озелененная, большие пространства, большие дворы, где можно заниматься спортом, творчеством, с детьми, на лыжах кататься, на велосипеде кататься, какой-то дизайн тут внедрить, двухэтажные дома.
небольшие по размеру, очень комфортно для проживания. Красота! Но даже вот такие вот пространства размером со стадион, ну, видимо, это стадион для гарнизона. Вот так это выглядит. И вот есть уже аварийные, конечно, дома. И вот такая церковь там была. То есть в каждом гарнизоне делали или встроенную церковь, ведь такой часовни с алтарем, это самый простой вариант. Или вот такую небольшую церковь, или даже очень большую церковь православную. Вот потом будет вариант с такой церковью. Вот в таком вот неорусском или том кирпичном стиле делали культовые постройки. Город, где громадный комплекс был, и который сейчас пытаются музеифицировать и создать туристическую зону. Не совсем это получается пока, но такие попытки есть. Это Латвия, город Лиепая, где в XIX веке довольно долго строились форты на берегу, многокилометровые, а в конце 19 века, уже на рубеже 19 века, 20 года, там громадная фортификация была построена, и очень крупный был такой военно-морской порт, и даже первая база в Российской империи подводных лодок. Значит, вот весь этот комплекс сохранился. Его оставили в 1908 году, потому что пришли к выводу, что была допущена стратегическая ошибка. До границы с Пруссией 60 километров. В принципе, при начале войны враг может блокировать эту бухту, и мы окажемся без подводных лодок, без кораблей, без флота, без вооружений, без всего. Хотя очень много средств было затрачено на строительство вот этого всего комплекса военного с фортификациями. Вот. Не знаю, кто допустил ошибку, но факт есть факт. В 2008 году отсюда ушли, что-то перенесли в Клайпеду, но немного, а все постройки бросили. И вот. В советское время здесь, конечно, был военно-морской такой подразделение военно-морское, они все это использовали. Вот. Но с тех пор прошло 25 лет, и вот сейчас мы смотрим, что здесь осталось. Вообще, этот комплекс был настолько крупный по габаритам, что в настоящее время территория занимает 30% от всей площади города Лиепая. Это 30, да? 30 города. Вот. Но не вся она живая, что-то есть такое омертвевшее, мертвое. Вот. Но что-то есть не просто живое, а такое очень активно использующееся в современной жизни. Вот тут вот разные корпуса, самые разные. Смотрим, что они по архитектуре тоже напоминают наш, напоминают казанский, напоминают красноярский. Такие двухэтажные постройки в кирпичном стиле выполненные, или с элементами готики, или с элементами какого-то модерна. Мы видим вот такие вот разрушенные, а мы видим и очень даже приличные корпуса, где все вроде бы на месте, даже благоустройство сделано. Вот мы что видим. И вот такие вот с заколоченными окнами. И вот такой вот это манеж. Говорят, что он был перекрыт в свое время каким-то куполом. Но сейчас мы вот периметр просто видим. И такие стены возвышаются без всякой крыши. Вот такой памятник остался